Көнкери гянилти. Хойлан ганилчидалатан эвесел амчевраритен. Жүгани оракан наңырттан әмңе төрдө әгжен хэпчекажакля чакураритан. Эвине клеймакан эвиветте тусан качотта ишшимамычотта. Теми мутнян, хапкилти хотарандулитан hergalde, аймакан эвигалденян өтіріп томалбу иткалбу жоңалда. Эвенек — душа народа, долгожданное время изобилия и тепла. Оленята уже крепко стоят на ногах, олени наелись свежей зелени. Впереди самая лучшая пора, и в эти дни мы отмечаем свой самый долгожданный праздник. В этом году республиканский праздник по традиции провели 11-12 июня. На широком поле Кунтек стоят ярко украшенные палатки. Много людей в национальной одежде, бегают дети, олени мирно пасутся. Везде звучит эвенская певучая речь. Так уютно, мирно и красиво. В прошлой передаче мы рассказали о некоторых моментах праздника. Каждый год организаторы стараются внести в программу интересные и новые моменты. Основной ход праздника остается неизменным. Это обряды Улидек, Далбурге, встреча солнца и конкурсы. В этом году замечательно прошел конкурс родов и трудовых династий. Каждая семья или община показали себя с самой лучшей стороны. Мастер-класс от именитого немкалана Дарьи Михайловны Осениной «Как машина времени» перенес нас в далекое прошлое. Таким самобытным, богатым, сочным и красивым языком было исполнено эпическое произведение.
А волшебная сказка про девушку Нюлтек, про родительницу славянского рода в исполнении Немкалана Аксиньи Ивановны Дьячковой-Тайшиной не оставила равнодушным никого. Умын бый, асимчыл биддитин, нортын хоңая биситин, оронтын да хоя бисин, гугавчымнылтын да хоя биситин, этикан, ичикын да оңая биме, гугавчымныл би, эсни номнаватты, нортын да номан хой чарротты. Антикичисны кытын, амкычар, эмынды да суттым да сылкан урачин биватты, Тачықын хоя орынтын нёбата қарау бізін. Жүн тікечісіні күтін амкычар, өйді оратыда сұттымды сыққан урайсын биватты. Тачықын хоя хақырын хаңры мәңте орынтын бізін. Тачин биддітін, нортыннан, хутытын бізін асатқан. Хонат, хомыргыт, ноңын жулин, элің торлей, Тагали олдырын, долау торли, ойули торли да, хергели да торли, ноғын мыргыдын, ноғын надын жулин олдырын. Элін тордық науман асынға оргасти даур, был ымы жаньотты, тараутты, амынны эсне жаққатты, тачин биддитін. Весь день на радость любителям песенного творчества самобытных авторов звучали настоящие хиты. Юлия Сидорова, Виктория Кривошапкина, Руслана Слепцова и другие исполнители подарили нам много радостных эмоций. Все дружно подпевали, а некоторые выходили и танцевали. Макар Семенович Курилов,
Бессменный звукорежиссер всех наших мероприятий, настоящий человек-оркестр, самобытный автор и исполнитель, поздравил всех песней на чукотском языке, а в перерывах общался с гостями на эвенском языке. Как же без объединяющего и искрометного хеджа? Каждый человек, который вставал в круг, подчиняясь воле запевалы, то взмывал высоко, то тихо шел по кругу, в едином порыве, кружась в древнем танце. Очень популярным в последнее время становится конкурс чтецов. В этом году Аявры Джонтуру посвятили 85-летию народного писателя Андрея Кривошапкина, который мы будем отмечать в октябре этого года. По положению жюри оценивало художественное чтение произведений народного писателя, но были представлены и авторские стихи. Стихотворение «Аджи дабдар аралчимга» «Арак Джонтуру би доктон уджор миранган елтинча» Илан Илискен Грехо до Якутской дошитникан докрив. Эжи дабдар аралшимга, хакаркили маннули, хатарси да бичаклин, хунгав дабки гиркали, инген синдяв шилдали. Нелка тугани вилбежин, ngaри ножин нямалжин, марати кантang нядур, нёлтам аралсия мужир. Арали хуралси тутенжир, өрүсү хинду анижир. Gasansi gulun dialachin, ayavri yasaljin, musemjin, hongun, nivga hoyaljin, milterenjin, avlanja. Agjan çakabako dakan, bakaldajap, ikajap, yeşimetçep, hajajap, alagdavaranijap, havki agjan bagandur, aji dabdaralчимна. Стихотворение Марины Цветаевой «Мама». Я перевела его за один, скажем так, присест, да? Села и написала, когда увидела первый раз эти стихи.
Энендулайы жумача бимчу, эньму тарпашача, жугарман да куча, эньму ача ошалам. Би жүрләсем мулгаграр, жулан тоон дуреддекан. Жумаграрам энендулай, агжан эникан мергетте. Хавкетки эрегер нангеддис, аявдан муту хавки. Бини терегер ниес биден, окта адат хиладда. Энендулай жумача бимчу, эньму тарпашача. Биниле эни энсек жан хуй, бэгдамен нас хетта. Жугарманен дуласын бисакен, жулан тоған дураддакен, бивачылы әрігер, әжерлі хивир тарав тоғу. Мария Погадаева, 2021 год. Поздравляю всех жителей республики. А с Новым годом желаю всем нам мирного неба, счастья, удачи во всем. Акджан такан, аймакан биджелла. Отрадно, что в мероприятиях активно участвует молодежь, и это, несомненно, большой результат работы общественников. А победителем конкурса чтецов единогласно была признана Мария Александровна Голикова из села Тополиное. Нерин томподегулин, хояп törem долдерив, Тополиной гербевен, долдадың угараллан, Тополиной экджен чора, гянил мун мир хуралтан, ömen nimер büniken, nibemeken tegette, petnen beytten хемендон, Тополиной улдаттан, Тополиной неремен, икежір жонтур. Томпо, эбен буган, өтіріптік томпо бесін. Встречайте на сцену родовую. Эти тегеттетен мемел кербел эвесел. Второе место Виктория Кривошапкина и третье место Клавдия Константиновна Кириллина. Земляки и родственники писателя с большим выражением и любовью декламировали стихи на великолепном эвенском языке ламанхинских наматканов. Эведы töрему, аш мутна аңееву. Эведы икеву, би эйму ханинди. Некне нөлтен кехешелен иманра унжидден. Хилен му айеснен антавла хиленедден. Боринду хонгашал аймакан балдатда хонгашан эннирин мяваму örümkelli. Эдук хулек як биджин онда экиш мулгатта. Я брама Тамара Горбу, биманжи жонто дуккаттам. Эрек жонто горбан хоркалчал, обеспокоились. Нюши дишкоми. Дар. Хонта торду камчал, муттора мутадаву. Я дук хешелер рышир, ни дукта хонта торалкар. Тарав мянгчими, коятта, ирав тарав ярутта. Мут торамур омгаттап. Яки мям хешелен, тарав хадавр мандурап. Октадан омгапта. Авади торан, аван мырганни, аван бинин, хоркалчал, покачур, авам тордавур, мандучал. И большой радостью для всех была встреча с дочерью Василия Дмитриевича Лебедева Жанной Васильевной. После долгой разлуки, спустя 23 года, дочь эвенского народа приехала на родину. И для нее было огромным счастьем встретиться с сородичами. В новом сезоне мы представим телевизионный очерк «По следам белого оленя» с участием Жанны Васильевны Лебедевой. В стаде оленем рождается редко олень, белее снежной земли. Его мои предки как символ света берегли и никогда не обрубали ему ветвистые рога, чтоб светом солнечным сияли вокруг с него снега. Во мраке зимнем и глухом, в полярной нашей ночи струятся от него кругом теплого света лучи. Я очень люблю это стихотворение, а больше всего мне еще почему нравится это стихотворение, потому что оно тоже передает традиции. Это не просто стихотворение о белом олене, а он даже эпиграф написал. Вот что вот по древнему преданию, и вот он это в своем стихотворении именно предание это передает и объясняет, почему. Ну, не знаю, вот мне кажется, это очень важно тоже. Белый олень. Почему его никогда не убивали? Почему он был священным? Это очень интересно.
Философия народа целого, да. В одном стихотворении. И он ему посвятил это стихотворение. Мне очень нравится. И, конечно, одним из самых зрелищных моментов праздника, несомненно, являются спортивные соревнования. Метание аркана, прыжки через нарты, нёри. С большим азартом и стремлением к победе все боролись за призовые места. Предлагаем вам посмотреть самые зрелищные моменты спортивных игр. С радостью и удовлетворением от праздника мы проводили наших сородичей домой. Встретили Новый год и новое солнце. Пусть год грядущий будет одним из лучших, продуктивных и добрых. Эвинекач эскерем, ангамтанганик айдук айбиден, аймакань.